учим своих детей тому, чему учили нас наши родители, передаем какие-то заветы, делимся своими собственными жизненными открытиями и передаем те задачи, те мечты, которые сами не успели осуществить. Поразительно. Я эту светлую идею хочу осуществить у себя на родине, в Якутии. И тут действие перемещается в Санкт-Петербург. Доброе время суток. Вас приветствует Якутск. Меня зовут Владислав Левочкин, и я люблю литературу так же, как любите ее вы. И мы продолжаем наши встречи с известными писателями, продолжаем наши мастер-классы в рамках школы драматургов Арктики. Школа драматургов Арктики посвящена памяти якутского писателя, драматурга Василия Егоровича Харасхала. И мы благодарим наших партнеров в лице Фонда президентских грантов, Фонда тотального диктанта и музейного комплекса «Россия. Моя история». И сегодня у нас в гостях писатель, драматург, редактор, журналист, лауреат многих литературных премий и Большой литературной премии России, удостоенный государственной награды «Медаль Пушкина» Иван Иванович Иннокентьев. Давайте его поприветствуем. Добрый вечер. И, как обычно, мы начинаем знакомство с нашим гостем через знакомство с его текстом. И мы прослушаем читку в исполнении артистов Санкт-Петербурга в постановке Ксении Никитиной. Это читка пьесы «Погасивший огонь». Она была написана в 1988 году. А сама читка состоялась на ледоколе «Красин», который стоит на приколе реки Нева в этом году. Пожалуйста, вашему вниманию. На сцене вокруг большого круглого камня расположились старейшины племени. Все они одеты в звериные шкуры, некоторые ежатся от холода, за исключением Тхора. Старейшины держат руки неестественно прямо. Поднимается Мату, вождь племени Черной Сосны. Кто из вас, ничтожный, помнит, чтобы Мату вставал, прежде чем разомкнет уста свои на совете старейшин? Никто не помнит. Не было этого, потому и не помните. Но сейчас я стою перед вами, будто равный среди равных. Не тот сегодня день, дабы кичиться родословным. Никогда еще не подвергался большей опасности наш великий народ. И если вы и я ничего не решим сегодня, завтра все племя Черной Сосны встретится с предками в стране теней. Говорите, я жду советов. Медленно встает Верзила с кошачьими повадками. Это Итру, вожак охотников племени. Вождь, я всегда молчал на советах. Когда слова старейшин соглашались с моими мыслями, я был рад. Когда нет, огорчался, но знал, 6 голов всегда умнее одной. Что слышат сейчас чуткие уши охотника Итру? Рыдания, стоны и проклятия. Рыдание бросает Итру в отчаяние. Стоны вселяют страх, а проклятие? Проклятие пробуждает во мне надежду, вождь. Проклятие – это ненависть. Ненависть – это непокорность судьбе. Наш народ еще поживет, вождь. Голос твой, Итру, не шелест листвы. Взял слово, дай совет, я жду. Вождь, я хочу послушать остальных. Мой совет за мной, разреши. Хорошо, я подожду, Итру. Наступает тишина. Затем совет взрывается. Недоумение, недовольство, ропот слышны в гуле голосов. Мату решил подождать совета какого-то охотника? Слишком уж смел стал Итру. Накажи наглеца, вождь, немедли. Я жду совета. Все умолкают. Встает шаман. Сидома.
Ты всегда был мудр, вождь, и сейчас показал остроту ума. Не стоит благородным оленям сражаться меж собой, когда на подходе к ним волчья стая. Я думаю, вождь, что нам первым делом нужно избавиться от лишних ртов. Вот-вот пойдет снег, начнутся холода. По-моему, пора возродить мудрые обычаи предков. Пусть старики и больные покормят волков во врагах Голубой долины, иначе мы не перезимуем, вождь. Ты бы лучше попросил, шаман, чтобы небесный владыка вернул людям руки. Великий Сидома знает, что человек без рук – это уже не человек. Среди множества людей может быть один безрукий, его всегда прокормят. Но когда на целое племя безруких приходится один старый тхор, этого слишком мало. Тхор никогда не сможет прокормить даже нас, совет старейшин. Умные слова, тхор, хотя и запоздалые. Скажу тебе, что я воздевал эти руки, то, что осталось от них, к небесному владыке 3 дня и 3 ночи. В первый день и в первую ночь я просил оставить руки всему народу нашему. Он не сделал этого. Во второй день и вторую ночь я просил сохранить руки совету старейшин. Он не услышал меня. В третий день и в третью ночь я просил за тебя одного, тхор. И тогда только он снизошел до молений Сидома. Быть может, потому что зовешься ты сыном неба. Он не меня пожалел, Сидома, он пожалел наш народ. Лишь гибкие пальцы способны поддержать огонь. Лишь согнув локти, человек принесет охапку дров. И мы должны денно и ношно Поливать ему в рожу, вот что мы должны делать. Жаль, что нельзя помочиться на небо или посидеть по-тяжелому на его сером пузе. Пожалел нас небесный владыка. Без рук оставил, не без голов. Довольно, Итру. Не нам, двуногим тварям, спорить с высоким небом. Сидя у священного камня, выбрось из головы дурные мысли. Так говорили наши предки. Так говорю и я, вождь Мату. Я своей властью прогоню тебя от камня. Старейшины вышвырнут тебя из совета, а люди заставят покинуть племя. Ты хочешь быть отвергнутым, Итру? Нет, вождь. Я буду молчать, снова молчать. За тобой совет, Итру. Я помню, вождь. Шаман сказал, что небо не будет на нас гневаться, если мы избавимся от стариков и больных. Что думает об этом юный Секкали, внук мудрого Торутая? Секкали, застенчивый парнишка лет 16-17, вскакивает, словно ужаленный, а деревеневшие его руки при этом нелепо болтаются, напоминая подвешенные на веревках палки. Великий вождь, Секкали слишком молод, чтобы делиться мыслями на совете старейшин. Секкали передает совету предсмертные слова деда своего, Торутая. Племя черной сосны вымрет в тот день, когда оно позабудет, что вокруг него живут другие племена. Страшный недуг поразил нас, но он пощадил остальных обитателей Голубой долины. Моим сородичам надо идти к людям иных племен, идти не с протянутой рукой, а с твердой верой, что они еще люди. Вы не сможете выкапывать съедобные коренья, охотиться и ловить рыбу. Вы не сможете себя прокормить. Вы не сможете и одеть себя. Но отвердевшие, потерявшие гибкость, не чувствующие боли руки моих братьев и сестер в состоянии сбивать с деревьев орехи и плоды, толочь зерно. Еще многому предстоит вам научиться в горестной грядущей жизни. Знаю одно: если вы будете посильно помогать людям, они о вас позаботятся. С такими словами умер мой дед Турутай. Этот подлый мальчишка лжет нам в глаза. Не таков был старец Тарутай, чтобы советовать идти на поклон к недоноскам из Межозерья. Лучше принять голодную смерть, чем ради жалких подачек терпеть их насмешки. О, как они будут рады отплатить нам за все прежние издевательства. Правда говоришь, Сидома. Племя черной сосны любило смеяться над людьми из Межозерья, над их неуклюжестью, медлительностью, тугодумием. Но мы ведь поступали так не со зла, от глупости нашей, кичливости. Да они никогда и не обижались на нас. Встречаясь, всегда звали в гости, угощали щедро. Помнишь, Сидома? Они очень добрые люди. И думаю, я правильно решил, Тарутай. Мы найдем в Межозерье верных друзей. Этот змееныш успел крутить Тхора, моему могуществу конец. Без хранителя огня, без его живых рук я никто.
а вместе мы были бы непобедимы. Я рассчитался бы, наконец, с гордецом Мату, очень скоро отправился бы он вслед за стариком. Из Итру же я сделал бы верного пса. Попробуй, кто подойди к Сидоме. Жаль, затаиться и терпеливо ждать тяжкий удел прозевавшего добычу. Мудрый Мату, неужто и ты веришь внуку Тарутая? То, что думает Мату, ты скоро узнаешь. Я пришел сюда послушать советы старейшин племени. Убивать стариков и больных мы не будем. Это глупый совет Сидома. Не обижайся. Мы должны думать не о том, как перезимовать, а как жить дальше. Не пойдем и в Межозерье. В племени Черной Сосны никогда не было попрошаек. Старец Тарутай сошел с ума. О, дальновидный Мату. Пришло время заговорить тебе, Итру. Все высказались. Как бы нехотя поднимается Итру. Неожиданно он резко взмахивает, будто дубиной негнущейся рукой, и обрушивает его. Обрушивает его на голову Секели. Мальчик падает замертво. Все вскакивают. Молчание. В племени Черной Сосны и впрямь нет больше попрошаек. Пора, вождь. Слушай мой совет. Небесный владыка думает, что, отняв руки, он жестоко покарал нас за гордыню? Нет, великий вождь, он ошибается. Превратив наши руки в это, он превратил нас в избранный народ. Да, мы отныне не сможем сами добывать себе пищу, но и взывать к людской жалости я не собираюсь. Смотрите, вот лежит человек, которому я только что раскроил череп. Это первый двуногий, убитый собратом, и он будет не последним, если люди из Межозерья не станут нас кормить. Все начинают недоверчиво осматривать свои руки, вернее то, во что последние превратились. Шаман бьет руками-дубинами по священному камню. Раздается гулкий звон, похожий на стон. Шаман в страхе отшатывается. Вождь ничего не замечает. Он опьянен открытием Итру. Ты говорил, Тхор, что люди без рук не люди. Я тоже так думал, каюсь. Но бесстрашный Итру доказал нам другое. Да, мы не люди, потому что мы выше их, мы сверхлюди. И пусть я не умею даже поднести готовую пищу ко рту, я смогу заставить сделать это человека из Межозерья. Ай да мудрый Итру! Хочешь стать вождем, а? Ты спас от гибели свой народ. Ты достоин этой чести. Веди нас, храбрый Итру, в Межозерье, в горы, в небо. Эй, люди, охотник Итру спас нас, возвеличьте его, любите его, повинуйтесь ему. Ликующий народ заполняет сцену. Тхор остается в стороне от всеобщей радости. Склонившись над телом Секели, он пытается как-то вернуть его к жизни. Быстро убеждается, что это невозможно. Тхор стремительным шагом уходит за кулисы. Возвращается, бережно неся в вытянутых руках грубый сосуд с мерцающим на дне огоньком. Тхор поднимает руку, призывая к тишине. Теперь слушайте меня. Тхора, сына высокого неба, хранителя огня. Этот слабый язычок пламени я получил много весен назад из рук самого посланца Всевышнего. С тех пор племя Черной Сосны не раз меняло место стойбища, пока не добралось наконец до благодатной голубой долины. В пути заваливало нас снегом, секло градом и дождем, руки и ноги наши сковывало жестоким холодом, но мы вместе сохранили и пронесли через все этот крохотный огонек, залог жизни племени Черной Сосны. Пока он горел и мог зажигать другие огни, большие и малые, ничто не угрожало моему народу. Смотрите же, люди, что делает старый Тхор. Может, хоть узнав цену своей жизни, вы перестанете радоваться чужой смерти. Пух. Вы думаете, что выживший из ума Тхор выкрикивает пустые угрозы? Вы уверены, что сможете отобрать огонь у людей из Межозерья? Зря надеетесь. Мой младший внук, ветроногий Олгин, мчится сейчас к ним черным вестником. К восходу солнца люди Межозерья уже будут знать о ваших замыслах. Не только они, все окрестные племена покинут завтра Голубую долину. Покинут на время, пока не вымрет последний из рода Черной Сосны.
Такова воля высокого неба, таково решение его сына. Пусть отвернется от меня мой народ, я готов к этому. Об одном печалюсь. Нет рядом со мной старца Тарутая, нет его внука. Что ты наделал, Тхор? Хранитель огня, обрекающий на смерть свой народ, не будет жить. Оставь его, Мату, Тхора тебе не убить. Он сын неба. Слизняки! Кто сказал, что вместе с вами подохнет и Итру? Итру всех бы вас сожрал, но остался в живых. На то он и Итру. Я ухожу. Тех, кто смел, ловок и не знает жалости, зову с собой. Волкам следует держаться вместе. Итру уходит. За ним вслед гагача и нелепо, размахивая руками дубинами, убегают еще несколько мужчин. Уныло разбредаются остальные. Сцена пустеет. Кто посмеет осудить человека, который, погубив мало, спас множество? Достоин ли я прозываться сыном неба и дальше? Возьмет ли высокое небо меня к себе? Занавес. Давайте поаплодируем артистам. Иван Иванович, а эту пьесу ставили или вот не было, была только опубликована она? Она была опубликована, да, но, как сказать-то, наполовину была поставлена, что ли, потому что в 96-м году, когда Юрий Макаров поставил первую пьесу, он, нельзя сказать, что это одна пьеса. Он взял кое-что из повестей, кое-что взял из других коротких пьес. И вот отсюда он тоже взял. Ваше произведение, да? Да, Все. ну это по моим, конечно. И в Саха-театре в 96-м году эта пьеса была поставлена на якутском языке. Называлась Джол Джай, и как там еще? Имян, да. Я даже забыл. Но была принята очень хорошо. Вернее, принят был спектакль тогда очень хорошо. Ну и поскольку Юрий Макаров, он все-таки главный режиссер был Нюрбинского театра, но Саха-театр потом после этого его уже не возобновлял, этот спектакль. Иван Иванович, ну вот вообще как вот оцениваете читку? Удалось ли артистам вот вжиться в образы? Да, конечно. Мне очень понравилось, как они играли. Особенно вот когда даже маленькая эта девчонка такая, девчушка, так трогательно сыграла внука старца Тарутая, который почему-то так преждевременно скончался. Но было, да, как-то очень трогательно видеть это. Иван Иванович, ну вот поступили вопросы от участников конкурса, они тоже ознакомливались с текстом на сайте нашей школы, и там, ну, сам фрагмент текста публикуется, и как бы вот у читателей вопрос как раз-таки по сюжету, именно, ну, в основном по сюжету. Вот первый вопрос. История племени Черной Сосны написана в качестве поучения народу Саха, не так ли? Вопросительный знак. Не знаю, может, если бы сейчас, в наше время написал, может и, ну и не только к своему народу. А в те годы же я молодой был, отважный и решал мировые проблемы. И вот это, так сказать, предупреждение всему человечеству было мною так, написано, что ли. Ну и как прислушалось человечество? Да, знаете, как-то не очень они прислушиваются. Я, честно говоря-то думал, что они сразу одумаются и все, и будет очень хорошо. Нет, что-то... Но это получается ситуация вот перестроечной России, да, вот взаимодействие на международной арене, да? Как бы. Ну, наверное, просто я хотел представить, да, вот народ, который, пусть он маленький, пусть он большой, но вдруг которого коснется какая-нибудь болезнь, ну, страшная трагедия какая-то, беда случилась. Вот сейчас же вот с этим
кошмарным-то ковидом-то тоже же все. Происходит очень много такого, которого чего бы не произошло в обычной ситуации. Ну, в обычные такие времена. Тоже такая болезнь непонятная, да? Да, и вот это тоже их поразила, такая болезнь непонятная. И вот они, люди же любопытные, они начинают думать, а что можно из нее извлечь-то? Может, польза? Кто-то там впадает в уныние, а вот видите, этот Итрут, он такой сразу сообразил, что это у него дубины такие, и даже самому делать не надо, но зато он не может себя кормить, вернее, он может это заставить сделать другого. Ну, в общем, человек как себя ведет в такой ситуации, когда там, ну, у него вроде бы и нет выбора, ну, а с другой стороны, правильно же говорят, что выбор есть всегда. И вот они тоже. И сами, мне кажется, я до сих пор соглашаюсь со стариком Тхором, хранителем огня, который погасил огонь племени, потому чтобы эта зараза дальше не распространялась. Вот эти люди остались не в том смысле зараза, что там у людей руки стали дубинками, а в том смысле, что уже в моральном, нравственном отношении, чтобы люди не стали теми, кем они не должны быть. Вот примерно так, наверное. Иван Иванович, вот очень подробный вопрос от студентки второго курса Арктического государственного института культуры и искусств. Она учится на режиссера-постановщика. Очень много тут написано. Для начала хотелось бы поблагодарить Ивана Ивановича за то, что дали нам, читателям, возможность насладиться таким интересным произведением. Я, как будущий режиссер-постановщик, при прочтении фрагмента произведение «Погасивший огонь» как будто видела все действие у себя в голове. Конечно, хотелось бы в будущем и вправду увидеть постановку данного произведения. После прочтения фрагмента вашего произведения у меня возникли следующие вопросы. Что вас вдохновило написать данное произведение? Ну, мы ответили, да? Что бы вы посоветовали вождю племени Черной Сосны Мату в данной ситуации, если бы вы были одним из членов Совета? Ну, так-то я не знаю, что бы я посоветовал, потому что ему, в принципе-то, был дан совет. И хороший совет, видимо, этим старцам Тарутаям, видимо, это был человек, к мнению которого прислушивались. Но почему-то всегда в жизни случается так, что в такие моменты-то как раз и народ и лишается своих вождей. Ну, именно тех людей, к которым надо прислушиваться, а не только повиноваться. Понимаете, это две большие разницы. Вождю человек должен повиноваться, а мудреца, старца Тарутая, к его словам они должны прислушиваться. И вот этого человека не стало, и, как говорится, сразу произошло то, что произошло. Короче говоря, там разброд и шатание в полном, мне кажется, это. А Мату я бы, конечно, не стал ничего советовать, потому что он даже не прислушался к совету Тарутая, мудреца, посмертному совету, который он передал через внука, и даже на его глазах убили его внука. Произошло первое в мире убийство человека человеком, и все это как бы снимается тем, что Итру там нашел выход такой вроде бы для племени. Но не все, как говорится, в мире решается силой. Вроде бы немощный старик Тхор, хранитель неба, он же не стал там сражаться, да и он и не мог бы, наверное, с Итру сражаться-то. Но он погасил огонь. Он погасил то, на чем вообще вся жизнь была построена вот этого племени. И я думаю, ну-то и тогда думал, и сейчас думаю, что он, в принципе, поступил мудро. Но я об этом говорил, что там это в таком моральном плане он, конечно, правильно сделал. Потому что эта зараза пострашнее будет. Если каждый будет там, используя свои слабости или что-то там, наоборот, силу заставлять себя
обслуживать кому-то другому. Но сейчас же есть такие попытки, это везде, всегда так. Люди всегда остаются людьми. Иван Иванович, вот еще вопрос по рассказу «Вождь», другое произведение, да? Как вы считаете, почему злого вождя из рассказа «Вождь» его соплеменники не должны были убить? Они должны были терпеть выходки этого самодура, пока он умрет от старости. Здесь вот как бы уже наоборот. Частая тематика, да? Вот. Ну это интересно, это кто там нашел уже даже не просто эту пьесу посмотрел, да, а прочитал, вернее, а нашел рассказ. Рассказ «Вождь», он из серии, из цикла «Когда мы были первобытными». Тут, видите, все-таки разница-то какая, когда не они были первобытными, а когда мы были первобытными. Мы именно. Вот в этом я хотел вложить в этот, как бы, в название этого цикла рассказов понятие о том, что человек, он, ну как, и вечен, наверное, в каком-то смысле. И, в принципе, он, человек, не меняется, по большому счету. Вот у него была возможность, ну как я там в этих цикле рассказов я даю, как человек открывал для себя мир. И вот он изменился, этот человек. И уже после того, как он изменился, в нем уже все, больше как бы меняться ему некуда. Но все равно какие-то, конечно, со временем происходят изменения, но это уже не принципиальные. А рассказ «Вождь» в том и заключается, что смысл этого рассказа, что вождь, он дан как бы, ну, он вождь есть вождь, но он все-таки и человек, понимаете, какой бы он был хороший, плохой, но он прежде всего человек. И вот люди в этот момент, они начинают ощущать, вот эти первобытные люди, что они все-таки люди, и что они не должны убивать себе подобных. Хоть за что, у них нет такого права. Но если это в бою или где-то там, ну, когда уже совершенно там невозможно, но у них, видимо, может, они потом его убили, но пока в тот описываемый период они еще могут воздержаться от этого, от убийства. Потому что в это время начинается как бы изменение, что ли, человека. Ну, он даже не совсем человек, но он начинает чувствовать, что он человек, что он представляет собой ценность. И не только он, а все окружающие его, они тоже люди. И вот сейчас же, спустя сколько тысячелетий, сейчас же только дошли до того, что за любое преступление нельзя человеку. Человек не имеет права казнить другого человека. Это не его прерогатива. Для этого есть высшие силы. Я лично с этим не очень согласен тоже как человек, но я знаю, что это справедливо. Но и в жизни же, я говорю, происходят такие ситуации, что именно вот легче убить этого подонка, ну вот как поступил мужчина, который убил педофила. Ну, тут же мужчины сидят там, я думаю, любой бы, наверное, так поступил. Но опять же нарушаем как бы это, но видите как, ну человек на то и человек. Не знаю, насколько то есть там... такие философские, как бы, получается, парадоксы, да? Да, ну... В сфере ваших интересов, да? Да, ну, как бы да. суть, зерно в этом, да, состоит? Да, чтобы конечно. Поставить какие-то нерешаемые вопросы, возможно. Ну, человек же должен сам думать. Я, например, тоже думал уже, когда писал-то. И буду очень рад, если там кто-то вслед за мной тоже будет думать, там додумывать.
размышлять. размышлять. Иван Иванович, ну вот еще такие вопросы тоже от наших читателей, участников конкурса. Есть ли у вас герой-любимчик из ваших произведений? Они же у вас такие все, ну, очень интересные личности, необычные. Вот есть ли любимчик? Любимчик – это, наверное, слово не очень подходящее. По отношению к писателю? Да, по отношению к писателю. Потому что одного полюбишь, так другим-то совсем другое отношение будет. А этого я, как родитель, не имею права допускать, как говорится, такого отношения к своим. Ну, ладно, я этого Итру там, скажем, вообще скажу, что он очень плохой, а вот Хор какой молодец. Но с другой стороны же, Итру-то он же тоже не просто был законченный негодяй. Он же очень много сделал добра для своего племени. Он же вожак охотников. Считайте, что он кормил все племя до этого. Ну и тут случилась беда, конечно. Но это когда врывается беда, тут же тоже, опять же, возвращаемся к этой пандемии. Там же очень многое прояснилось в мире. И вот так же у них происходит. Вот Итру показал свою внутреннюю сущность. Человек раскрылся. А так могло пройти, если бы все было так нормально, он бы, может, еще 20-30 лет там руководил своими охотниками. И был бы в почете и уважении, все такое. А Тхор, который, вот, например, погасил пламя, да, ну, вернее, погасил огонь, на котором как бы держалось все его племя. Он же убил практически своих соплеменников. Ради других людей. Тоже какой-то странный подход. Вот убить своих ради чужих, ради жизни чужих. Но дело в том, что его свои превратились в нечто страшнее, чем другие. И я думаю, вот Хор имел на это право. Но хотя, опять же, вроде бы поступил плохо. Понимаете, вот они все разные, и в то же время как-то из них выбрать любимчика очень сложно. А вот тут я хочу сказать, что у меня нет любимчиков, конечно. Есть вещи, которые очень трудно давались, и сейчас даются, пишутся, которые тяжело, с натугой бывает. Вот вспоминаю по этому поводу пьесу «Черный шаман». Она вроде бы пошла нормально, и потом в определенном каком-то месте вдруг заглохла, застопорилась. Да хоть ты вешайся, вообще не идет ничего дальше. И в это время как раз мы решили встретиться, поговорить там, посидеть, пообщаться в гостинице «Лена» со знакомыми ребятами, которые приехали из районов, которые и городские там были. Кто-то в депутаты там подавался. Ну, это перестроечные как раз времена там. И, ну, общались, видимо, хорошо общались, потому что один из нас там, из этих ребят надел мою шапку вместо своей и уехал, ушел пораньше. А у меня шапка была, как она называлась-то тогда, не норковая, а вот сурковая, да. Вот моя супруга подсказывает. Потому что она тоже как пострадавшая половина. Да, сурковая была шапка, а у нее была старенькая такая, как рысья шапка. Но я не знаю, я его так-то хорошо не знал, но вот так вот думаю, ну как быть-то. Ну, на работу в понедельник пришел,
И вдруг звонок. Звонят из Мадуцев. Это Мадуцы, это Мадут, поселок, ну, село в Намском районе. Звонит человек, который, ну, унес, как говорится, увез мою шапку. И он говорит, я, говорит, не могу вот это, но я узнал, что это я вашу шапку увез-то на себе. Поэтому, ну, я не могу до конца недели вам эту шапку вернуть. Если у вас есть возможность, вы сами приезжайте ко мне, я там сразу вам отдам, потому что шапка, говорит, у вас очень хорошая, у меня она не очень, я понимаю, я виноват. Ну, что там, у меня работа была не такая уж там, чтобы можно было не отпроситься на полдня. Отпросился, автобусы ходили нормально, я поехал в Мадуцы. Этот человек оказался главой наслега. Ну, тогда они назывались председателями сельсовета. Он был председателем сельсовета, он меня очень хорошо принял. Поговорили уже по-настоящему, не так, как там в Якутске-то, по-городскому. А так вот, чисто по-якутски, там все, кто такой, откуда, там все вот так. Поговорили, и потом выяснил, ну, я сказал, что у меня тут дедушка похоронен. А дедушка у меня был Угойдан Оюн. Ну, Иосиф его звали, и по-якутски его Угойдан, и Оюн — это шаман. Он, что интересно, он никогда в руки бубна не брал, но обладал очень таким сильным гипнозом и был учеником известного кабяйского шамана Матага. И что там, в общем, этот сразу удивился. Как, говорит, а что это? У тебя дедушка тут похоронен. Я говорю, да, он похоронен в местности Коскаба-Ганата, Кошкина пашня. Он говорит, да, так слушай, Иван, ты не поверишь, но тут у нас буквально где-то недели-две назад случай, говорит, был. А что за случай, говорю? Тогда же вот эти, ну и тогда, и сейчас там вокруг поселка уже такие нормальные лес же вырубают. Ну, на дрова, там, на постройки, на все это. И все дальше и дальше уходит. А вот около местности Коскаба-Ганата там лесок оставили, потому что, ну, якуты же мы такие, так вот, священные места не трогаем. А вот тут приехали русские, бригада шабашников, человек 5-6, говорит. Ну, и сказали, что вот они приехали там, ну, заработать немножко денег, да, это, порубить, ну, там, честно предупредил тогда его, это председатель сельсовета. Это же, говорит, опасно там все-таки. А что, говорит, он нам сделает? Мы же, говорит, издалека приехавшие. Да и национальность у нас другая. Ну, в общем, для нас это не проблема. Хорошо, что близко, мы согласны. Ну, а председатель, то что, он согласился. Аванс отдал им, их паспорта забрал. И все так вот. И те уехали на место работы. На завтра прибегает такой страшный этот, весь в ужасе, вот этот их начальник, ну, бригадир их шабашников. Давайте, говорит, наши паспорта, вот ваши деньги, мы их даже не истратили, ничего. Мы уходим, уезжаем. А что такое? А что там объяснять-то? В общем, сами, если захотите, поедете, посмотрите. И убежал. На завтра в ту местность, ну, интересно же, любопытно. Вот председатель и еще несколько мужиков там поехали туда. И оказалось, ну, как только они въехали в этот лес, где вот только начали работать шабашники, они увидели, что весь лес, ну, деревья все повалены, как будто страшная буря там прошлась. А вот эти вот, у них были дружбы, ну, эти, знаете, пилы такие бензиновые.
Все у них было покорежено, где вот эти цепи, там все порвано. Сами вот эти, на которых цепи, они прямо как будто кто-то их скрутил. Но это я сам не видел, это председатель мне рассказывал. И они поняли, что там случилось. И вот об этом он мне рассказал и предложил, тоже не хочешь поехать туда? Да, я говорю, как-то меня мама на этот счет всегда предупреждала, ты в такие дела сильно не суйся. Ну, и я предпочел, так сказать, забрать шапку, да поехать себе в Якутск. Приехал, и вы не поверите, там буквально я за 2 недели, как приехал, закончил эту пьесу «Черный шаман». Она у меня как пошла, так только так шум стоял, как говорится. Ну и вот, и не знаю, как. Видимо, дедушка-шаман помог. Все-таки, наверное, почувствовал, что про шамана пишет человек, надо помочь. И специально вызывал, может, он думал, что я навещу его могилу, но на этот счет у нас вот 2 брата сейчас нас осталось. У нас вот мама от этого дела очень давно сказала никаких посещений. Вообще у якутов же не так, могилы-то первое время можно немного попосещать, а потом обычные даже могилы, родители там все-то, потом уже, вот когда христианство, там все вот так вот стало, что родительские дни, там все вот такое. Иван Иванович, ну вот у нас была заявлена очень интересная тема мастер-класса, она называлась «Тогда готовьтесь к трудной жизни». Это все-таки не мои слова, это слова, как я считаю, самого выдающегося русского писателя современности. К сожалению, вот не столь давно покинувшего сей мир, да? Я имею в виду Валентина Григорьевича Распутина. А почему это он сказал мне, при каких обстоятельствах эти слова? Я говорил, что он к нам приходил, там вот эти, как в политехе знаменитом, вот такие как бы вечера были, встречи, да, с писателями. Ну, как бы в миниатюре это были встречи такие. Но они оставили очень такой глубокий след, наверное, в моей такой юной студенческой душе. Так что я даже во 2 курсе или в 3 курсе, когда учился, решил сходить к нему домой, поговорить, показать свои рассказы. А в то время я писал рассказы, вот если возьмем такой лист, это четвертинка такого листа, страниц, и там мелким-мелким почерком целый рассказ писался, как правило, на одной стороне. И меня ребята, друзья, называли большим мастером маленького рассказа. И вот такой человек узнает в справочном бюро, где живет Валентин Григорьевич. И вот наглость такая, ну, юношеский максимализм или что там. Ну, когда, как говорится, все впереди ясно, все впереди прекрасно, все тебя поймут, все тебя полюбят, и ты все сделаешь, все сможешь сделать. Ну, я правильно поступил, как сейчас думаю. Поехал по этому адресу, ну, постучался в квартиру. Валентин Григорьевич меня очень хорошо принял. Я с ними пообедал, с ними, с его супругой. Потом супруга пошла там чего-то строчить на машинке на швейной. А мы с Валентином Григорьевичем очень так, ну, не сказать, что сильно коротко, но где-то час, наверное, беседовали. Я вот сейчас дословно не помню, о чем мы там разговаривали. Но факт, что он похвалил и сказал, что это интересная просто форма. Я довольный пошел, как говорится, ну, восвояси. Потом 2-я встреча у меня уже с ним случилась уже в Якутске. А это было время, когда, ну, меня так-то в литературных кругах знали, как молодого писателя. Но все литературные страницы газет, журналы литературные
И само даже вот это наше родное якутское книжное издательство были для меня закрыты. Я был как бы своего рода персоной нон-грата. Ну как, почему? Ну просто я никаким диссидентом, конечно, не был чистой воды. Но Абуллит наш, ну как всегда, это наша цензура. Тут есть молодые люди, не знают, наверное. И вот она, как всегда, перестраховывалась. Меня не печатали. А для молодого писателя это же самое страшное дело. Это как будто тебе кислород перекрыли. Это страшное дело, да. И вот я ходил, как бы... И главное, что писатели-то, вот в чем вся была это, ну, знакомые писатели, все говорили, хорошие у тебя рассказы, Иван. Ну, вот. А то, что вот, ну, мы тут ничего не можем сделать. Ладно. Даже моя мама говорила, Джонку Духурьеха, ну, пиши как люди. Вот, но я говорю, я не умею, как умею, так и пишу. Как говорится, как дышу, так и пишу. И хорошо, но вот так вот мучился. И в 80, не помню, 5-м, наверное, году. А нет, где-то в 84-м, наверное. Проездом, как это, северное, этот, да, на устье, русское устье, да? Русское устье, да. Вот проездом в русское устье там Валентин Григорьевич Распутин и тоже иркутский писатель Альберт Гурулев остановились в Якутске. Ну, потом дальше должны были полететь завтра. А я, ну как, вот взял свои 10, ну, много было, просто 10 рассказов своих отобрал и пошел просто тоже, как к старому, к знакомому, к Валентину Григорьевичу. Но думаю, пусть он прочитает, как он решит, так и будет. Потому что я его очень уважал. Тогда уже были очень крупные его, может быть, даже самые удачные вещи его уже в то время были опубликованы. Ну, пришел я к нему в номер, сказал, да я такой-то, такой-то, я к вам приходил. Помните? Он, конечно, сказал, что он меня помнит, студента. Конечно, откуда он мог меня помнить-то? Разве что из-за наглости моей такой запомнил. Но он сказал, что помнит там все такое, и сказал, ну, оставь, Иван, эти рассказы, я почитаю, и завтра приходи пораньше. Ну, часов 8, потому что нам где-то у них там самолет был тоже до обеда. Я нормально, конечно, не спал ночью, и вот заявился утром, ровно в 8 часов, там я, он был уже давно вставший, они позавтракавшие уже были с Альбертом Гурулевым. И вот он сказал, ну я вижу, что у него лицо такое, как бы сказать, это одухотворенное, что ли. Я почувствовал, что тут что-то нормально вроде бы. Он с порога не погнал. Потом он говорит, вот я прочитал все ваши рассказы, очень внимательно прочитал. И скажу, что это просто прекрасные мысли. Но если вы говорите дальше, Иван, будете так писать, а я сказал, что и дальше так буду, я по-другому просто не умею. Он сказал, тогда, Иван, готовьтесь к трудной жизни. Это вроде бы он на мне, как говорится, крест поставил, да? Но не ну какой писатель без публикаций-то? Это сейчас вот все хвастаются, что они там писали все в стол, там что такое. Ну, вы же рассказывали, что вы, наоборот, ощутили... А вот я сейчас, да. А я, наоборот, это... Когда он, человек, которого я считал вообще гением, сверхчеловеком, и этот человек сказал, что у меня просто прекрасные мысли. Он же не знал, что скоро, буквально через год-два, перестройка начнется, что все изменится. Он не говорил, что там это готовится к трудной жизни, что ты вообще там не то пишешь. А он сказал, что наоборот, что ты пишешь-то хорошо, но у нас условия такие, что готовься к трудной жизни. И я сразу так обрадовался и побежал тогда
молодежку. Там я уже не работал в молодежке, но мой друг Олег Емельянов, мой бывший заведующий, работал там еще, и я ему сказал, слова передал Валентина Распутина. Он за меня тоже очень обрадовался. Кстати, это Олег-то тоже был такой человек, это редкий тоже, среди творческих людей, кто умеет радоваться чужому, ну, чужой удаче, там все такое, искренне обрадовался. Ну и мы с ним, он, между прочим, сам предложил это дело сбрызнуть, и мы очень даже хорошо сбрызнули это дело, и все. И после этого мне как-то уже было, ну вот то, что не печатают, как говорится, до лампочки было. Потому что я знал, что у меня хорошие рассказы. И я решил про себя, я очень упрямый человек, и решил, что если так, то я буду писать. Пусть 20 лет не печатает, пусть 30 лет не печатает. Вот так. Ну и, конечно, это не значит, что там раз это название этого мастер-класса так называемого, пошли эти слова, что там писателям молодым надо обязательно готовиться к трудной жизни. Ну и вот у каждого по-разному складывается, конечно. Но если вы как настоящий писатель будете, ну, будете стараться быть настоящим писателем, то это... Легко не будет, да? Да, вы должны думать, что вот все, что плохого, злого происходит в мире, что это происходит как бы по вашей вине, по крайней мере при вашем соучастии. И вы, и ваша миссия, как бы попытаться хоть что-то там исправить, внести свою лепту какую-то. Ну, основная аудитория наша, это как раз-таки, ну, те, кто интересуется драматургией, те, кто, может быть, хотят себя попробовать, начать. Надо готовиться к трудной жизни. Да, конечно. Но при этом надо знать, что вот если вы в себе не чувствуете какой-то Божьей искры, да, то лучше, наверное, за это дело не браться. Но вы же не хотите быть графоманами там, все такое, печататься за свои деньги. А как понять тоже? Нет, ну вот печататься за свои деньги. Пишешь, кажется, что хорошо. И многие люди же так думают, что хорошо, да. Ну, знаете, вот как себя есть же остановить? все-таки признанные писатели, есть все-таки авторитеты литературные. Очень простой совет, просто подойти к ним. Да, должно быть мнение, да, и показать вот свою вещь. И попросить не так вот там слезки полить, там что-то такое, а сказать, чтобы он вот по-настоящему сурово оценил, и что вам это будет, то, что вам это крайне важно знать, что вы из себя представляете как сочинитель. Ну, это вообще вот действительно очень хороший совет и важное такое, как бы, вы же в свое время тоже напутствие получили от Распутина, конечно. Да? И молодежи тоже важно получить вот от настоящего писателя, от того, кто, ну, имеет уже, ну, определенные достижения, да, жизненные и профессиональные, получить какое-то наставление, учение какое-то, да? Ну, знаете, в то же время я вот совершенно не сторонник и не любитель вот этих, ну, меня, наверное, за это осудят в Союзе писателей, вот этих совещаний молодых писателей, там, вот таких дел. Потому что если ты писатель, то это уже у тебя есть. И человека нельзя научить писать. Это же чувство языка, там все это должно быть врожденное, понимаете? Я вам такой пример приведу. Как-то я спросил одного очень известного поэта нашего, это еще лет 20 назад, он был живой. Я спросил, вот вы переводите поэтов русских, да? У них все стихи зарифмованные, да? А почему вы в вашем переводе, они все, ну, без рифм, без ничего, так вот, свободным, так сказать, стихом передаете? А он так чуть ли не отвел меня в сторону, ну, просто я имею в виду, как это фигурально, так сказать. Ну, как, чтоб, типа, люди, чтоб не сильно слышали,
сказал: Иван, говорит, у нас язык очень бедный, говорит. И мы не можем при всем нашем этом, говорит. Я к тому времени был уже человек немножко начитанный на якутском языке. Я не знал, что это, ну не полностью, конечно, там вот стихи Орбиты, Ивана Орбита Слепцова. И вот я ему сказал: а вот вы говорите, бедный у нас язык, да? А как человек, которого убили, когда ему еще 30 не было, в 1942 году в лагере, расстреляли, якобы за попытку там, это в лагере там они восстание хотели поднять якобы. Вот этот человек написал огромную оперу, огромную поэму в 340 строк. На одних рифмы все амонимы были. Представляете, что это? И это бедный язык якутский. Амонимами написать вот поэму огромную, 340 строк. И вот он так тогда как-то это паник немножко. Да, сказал. И все, и на этом наш разговор закончился. Но, правда, после этого он не перестал со мной здороваться. Так что тоже человек был, видимо, вполне достойный. У меня по ходу ваших рассказов два вопроса появилось, поэтому я задам их поэтапно. Первый вопрос. Вы сейчас рассказали о своем дедушке, и поскольку все мы как бы продолжение своих предков, то хотелось бы поподробнее узнать, кто ваши предки, и был ли там какой-то творческий человек, может быть. Почему вы стали писателем? Что вас сподвигло на это? Может быть, какая-то, может быть, что-то семейное. А второй вопрос вот какой. В вашем творчестве очень четко прослеживается тема гуманизма. Вот, как мне кажется, такая главная тема. То есть человек, его выбор. То есть человек должен оставаться человеком всегда. Вот как это сделать? Большой вопрос, и вы ставите его перед читателями. Сразу ли вот вы как писатель осознали важность этой темы? Или, может быть, вы раньше вас интересовали какие-то другие вещи, и потом только с возрастом вы пришли вот к таким глобальным вопросам? Мой прадед, вот отец моего деда, вот Ойдана Юна, он был Николай, Случникула его звали, Николай Звезда. А почему его так звали? Потому что этот человек, он был середняком, там все прекрасно, у него семья была, всех он работящий был мужик, все там, все содержал, все жили в достатке, как говорится, семья жила. И этот человек имел привычку считать звезды. И не абы как, а вот он по-научному подходил. Это человек-то живший еще когда. Вот он на сектора он делил небо и считал по секторам там вот это. Я иногда, говорит, сбивался, но там чего-то там, видимо, узнавал, что там какие-то они меняются, что-то такое. Все это у него было учтено, он что-то там записывал. И вот этот человек, когда умирал, он сказал, вот единственное его, в чем он, чего ему судьба не додала, как говорится, да, он, умирая, сказал: все, я прожил жизнь как человек, мне ничего больше вроде бы от нее не надо, но воспитал детей, там все это. Но я очень недоволен тем, что мне не удалось досчитать звезды на небе, понимаете? Вот с такой мечтой был человек. А потом за ним идет этот Ойдан Оюн, тоже очень интересная личность, но про него это рассказывать очень много, как вот Владислав говорил, можно. Он как меня спасал там несколько раз, брата моего спасал. Вот даже в Иркутской области, откуда родом моя жена, вот он даже там меня спас. Об этом случае Ага знает, как все его родные тоже, потому что это почти на их глазах произошло. Так что для них нет таких понятий, как расстояние, там что-то такое. А по отцовской линии у меня, наоборот, был дьячок
дедушка. Он якут был. А он женился на дочке единственной сильного поручика Ивана Быкова. Может, кто-то, если читал, там у меня есть книжка детская, называется «Жизнь и приключения Ваньки Быкова на Говорящей горе». Это в Сангарах, где прошло мое детство. И вот он так и называется вот по имени прадеда. Ну и по моему имени, наверное, тоже, но фамилия у него прадеда Быков. И вот Василий Иннокентьев, ну вот этот наш дьячок, который был дед, он вот Прасковью Ивановну, их дочь, привез себе в Нюрбинский район. И там отец мой, ну, до 17 лет прожил в Нюрбе. Ну, потом поступил в Якутскую национальную школу, военную школу в Якутске. Потом заканчивал в Благовещенскую школу старшего комсостава милиции. Ну, потом его уже хотели репрессировать, там все такое. Но он как человек с юридическим образованием, ну, хорошо, что его не успели репрессировать. Там сел уже вместо этого, ну, дурака нельзя сказать, но маньяка, наверное, Ежова сел Берия, благодаря которому, кстати, вот многие якутские писатели тоже спаслись. А второй вопрос, значит, это насчет гуманизма. Ну, знаете, это, наверное, заложено с самого рождения, может, в человеке, которому судьба, ну, у которого судьба предопределена в каком-то смысле. Потому что, вот смотрите, я, будучи неграмотным, 4 лет, да, переписывал книги, а мне не разрешали до 7 лет отец, хотя он был сам прекрасно образованный человек, он говорил, у ребенка должно быть детство. И мы в школу шли уже еще неграмотными. Я в 7 лет пошел в школу, ни одной буквы не знал. Так и мои братья там, наши 4 братья было. И потом я думаю, что это правильно. Потому что у детей должно быть детство, но у наших-то там все было, у наших, ну, детей наших. А вот сейчас-то что это, разве детство там? Это вообще, это кошмар какой-то, а не детство. Ну вот так я вот полностью этим своим детством пользовался. 4 года переписывал книжку, там все, потом дальше пошли такие тоже дела, что понял, что это меня сама судьба куда-то ведет, потому что вот когда я стал членом Союза писателей, но России в 92 году, уже Россия была, но билеты нам давали советского образца. И вот я его захватил с собой, не потому что он просто такой красивый, а потому что у него интересный номер от этого писательского билета. У него номер 07077. 3 семерки и 2 нуля. Ну как вот? Вот могу передать человеку, чтобы он освидетельствовал. Да. И вот с этой книжкой самое интересное, да, Советского Союза давно нет, а тут Союз писателей СССР же. Потом еще орден Ленина и все такое. Но с ним спокойно пускают во все правительственные учреждения. Как будто у стоящих там на посту милиционеров на время закрываются на это дело глаза. Вот, и поэтому, ну как сказать-то, ну гуманизм-то он же, наверное, все равно я не стал сразу таким уж гуманистом. Да я вообще-то понял, что я гуманист, это когда Валентина Александровна начала мои там рассказы, к ним предисловие писать, к книгам моим, я понял, что я, оказывается, большой гуманист. А до этого ни сном, ни духом. Я учился на филологическом факультете, отделение журналистики. И к нам постоянно приходили, выступали
иркутские писатели. А Валентин Григорьевич Распутин, он же тогда в Иркутске жил. И вот он как-то на одной из встреч сказал, что вот вы, наверное, думаете, а тогда он уже был известный писатель. И он сказал, вот вы, наверное, думаете, что вот там Валентин Распутин такой умный, там все вот это, как он все в голове там все это делает, это смастерил, там все это смоделировал, все это так вот написал, такой умный, прямо мудрый. А это, говорит, не я. Это я, говорит, ничего не знаю. А потом, когда начинаю читать критические статьи о моих повестях и рассказах, говорит, я вдруг понимаю, что я такой, оказывается, мудрый. Я об этом хотел сказать, я на то хотел указать, я, оказывается, вообще там на этом вот именно сфокусировать внимание вот какое-то. А я, говорит, об этом ни сном, ни духом. Вот у меня тоже такое. Так что не знаю, не помню, когда я стал гуманистом-то, честно говоря. Но предпосылки, видимо, были вот с детства. Хорошая у нас библиотека была у отца. Отец сам был таким гуманистом, человеком таким, ну, как сказать, очень интересным. Но это тоже долго рассказывать. И мать у меня интересная была. Вот. Про братьев тоже это уже долго. Иван, ну ты, наверное, я думаю, ты помнишь стихотворение Акуджавы, исторический роман, да? Каждый пишет, как он слышит. Конечно. Вот. Вот как ты слышишь наше сегодняшнее время, такое непонятное, невнятное, порой очень абсурдное. Ну, в общем, как пишется, как дышится, и легко ли это делать? Ой, это, кстати, вот очень люблю я эту песню в исполнении самого Акуджавы. Ну, у меня барды, очень много пластинок, я их собирал, начиная там с Владимира Высоцкого и кончая, ну, много кем там. Все там у меня практически есть, известные. И то, что вот как дышит, ну, как он дышит, так и пишет, да, человек, по определению Акуджавы. Но я, видимо, душу не совсем так, может, вровень с веком, да? И мне как-то вот иногда странно бывает смотреть на то, что происходит, да? И даже как-то я там ну, как-то одна мысль у меня мелькнула такая. Попав в 21 век, он понял, что и этот староват для него. Под впечатлением ваших героев, которые говорят не только о политике, не только философствуют, но и много говорят о поэзии и читают, я хотела спросить, ваш любимый писатель, ваш любимый поэт, и если можно, прочтите что-нибудь из любимого поэта. Ну, любимые мои поэты, это, конечно, их очень много, но я бы все-таки, ну, потом уже с годами осознаешь. Я же сначала, честно признаюсь, Пушкина вообще как-то, ну, был по молодости тоже готов сбросить с корабля современности, как говорится. Ну, а потом, когда начинаешь думать, я вот все время маленький был там школьником, думал, почему отец все время наизусть читает его стихи. Он Аюнского прекрасно читал стихи, Пушкина прекрасно. Вот он великолепно знал, очень много наизусть стихов знал именно Аюнского и Пушкина. Может, они все-таки как-то в голове остались, это что-то. И вот после 50 где-то я начал как-то открывать все это для себя заново Пушкина. Что-то удивительное, какие-то вообще не скажешь, что это вот, даже стихи, когда писал он их 20-летним человеком и 19-летним, это такие стихи, такая глубина. А вот люблю я еще очень Николая Рубцова. Это, конечно, великий поэт был России. И как это, как всегда бывает у нас, вовремя его не поддержали, и он очень плохо кончил.
Первое четверостишее не помню, там всего-то 2 четверостишия, да? Вот завершающее такое. Я повода оставил, смотрю другим во след, сам ехал бы и правил, да мне дороги нет. У нас теперь подключение, мы вот тоже как бы долго очень ждали и нас слушали Нюрба. У нас в настоящее время, конечно, вот много городов находится на связи, и в данный момент вот мы ждем подключения из Нюрбы. Приветствуем всех участников мастер-класса. Утюгенболлун Иван Иванович. По произведениям Ивана Ивановича в Нюрбинском театре поставлено 2 спектакля. В 2003 году спектакль «Трихлина» в постановке Юрия Алексеевича. Инсценировка Ивана Ивановича по роману Достоевского «Преступление и наказание». В 2006 году в Нюрбинском театре был поставлен спектакль «Некто и некий». Исполнительница главной роли Венера Никитина стала победителем номинации «Лучшая женская роль» 5-го республиканского фестиваля «Сата». А спектакль стал победителем номинации «Лучшая режиссерская работа». Иван Иванович, у нас к вам такой вопрос. У вас всегда во всех произведениях очень интересные, необыкновенные персонажи. Как вы выдумываете своих персонажей и откуда черпаете свое вдохновение? Ну, персонажи-то, они должны быть, наверное, странными. На то они и персонажи, это же не живые люди. Просто если человек, если писатель что-то хочет сказать миру, он создает же вот этих персонажей и через них передает то, что он хочет сказать. И вот если я, наверное, сам тогда тоже смотрю на мир, наверное, немножко с другого ракурса, если у меня вот такие товарищи появляются. Я думал, честно признаться, что даже немножко не такой, что ли, как все нормальные люди. Но потом почитал кое-какую литературу, и Фрейда тоже там, и у него есть тоже прекрасные, ну, какие вот слова, да, о том, что каждый нормальный человек, он в принципе-то ненормальный. И я успокоился. Но, а странные они потому, что жизнь же сама странная. Это вот кто как посмотрит. Кто-то смотрит совсем по-другому, а для меня они люди очень интересные, они очень странные. Вот помните, как у Куприна там было в поединке-то? Вы не бойтесь жизни, вы, главное, не бойтесь жизни. Она веселая, занятная, чудная штука – это жизнь. Понимаете, вот и надо принимать ее такой, какой она есть. Но я, видимо, принимаю ее такой, ну, какую-то определенную ее часть, которая для меня интересна. И вот через этих людей я хочу передать миру, ну, людям, читателям и зрителям тоже, наверное. Вот как я вижу мир. Не то, что он каким должен быть, просто это мое восприятие мира. Так что там ничего такого нет удивительного. Они, может, и удивительные, может, и странные, но и сам мир он такой довольно как веселый. Иван Иванович, ну вот у нас еще подключение тоже. Сегодня у нас на связи Центральная городская библиотека Якутска имени Белинского, заведующая Розалия Николаевна Максимова. Вы сотрудничаете с библиотекой? Ну, а как сотрудничаю? Я к ним хожу просто за книжками. Ну, они меня знают так-то, в принципе. Центральная городская библиотека имени Виссариона Белинского вместе с ее читателями, подписчиками приветствует участников мастер-класса. И вот наш первый вопрос к Ивану Ивановичу. Иван Иванович, добрый день. Скажите, пожалуйста,
Скажите, пожалуйста, можно ли сказать, что в какой-то степени ваши произведения являются автобиографичными? Сказать, что они автобиографичны, это было бы, наверное, пойти против истины. Они, скорее всего, антиавтобиографичны. Это поясню свою мысль, да? Когда еще был молодым, только начинающим писателем, я для себя составил такой кодекс, ну, типа молодого писателя. И одним из пунктов там был такой: никогда настоящий писатель не будет брать факты из жизни. Ну, имелось в виду, да, все, если он настоящий писатель, он все должен придумывать. И вот, может, это наивно звучит, все такое, но я очень уважительно отношусь, я об этом говорил, к тому времени, когда я был немножко умнее, чем сейчас есть, понимаете? Так что я верю этому человеку. И стараюсь больше, ну, понимаете, вот есть писатели, да, такие вот, иногда это бывает писатели одной книги, да, которые вот напишут что-то такое интересное там про, что там, ну, из своей жизни, из жизни своих родителей, там что-нибудь, а пишут так хорошо, так прекрасно. Ну, все думают, вот это великолепный писатель появился. А он все, как описал вот это, и все, у него ничего больше-то своего-то в голове-то нет. Понимаете, вот такого человека, ну, он, может, тоже имеет право, если он очень хорошо это все описал. Ну, великолепная книга вышла. Но мне лично такого писателя не хочется называть писателем. Все-таки писатель – это человек, который создает новые миры. Понимаете, я очень обрадовался, когда вот Аита Шапошникова, ну, она почти моя одноклассница, мы в параллельных классах учились. И вот она написала, вернее, заглавие ее статьи про мой юбилей, там она называлась так: «Мир, который построил Иван Иннокентьев». Понимаете, это уже мой мир. Никто его, как говорится, у меня не отнимет. Понимаете? Я создал свой мир, понимаете? Это, мне кажется, стоит чего-то. Но что столько времени потратил на, ну как, и столько усилий приложил, столько сил, здоровья, может быть, даже, что вот что-то такое создать. Но я пытался писать так, чтобы это было интересно людям, но многим интересно, а многие не понимают. Но тут, как говорится, уже не моя вина. Вот к нам поступила, как только поступила ваша книга «Жизнь и приключения Ваньки Быкова на Говорящей горе», я сразу прочла эту книгу, да, мне очень понравилось, сразу окунулась в свое детство, да, и сразу вот приняла решение, давай я это прочту вслух детям, да, но у меня вот такое вот сомнение было, а вдруг нашим детям, современным городским детям, оно будет непонятно, да, и потом к своему восторгу, как по ходе чтения, смотрю, им очень понравилась эта книга, да, и у меня вот вопрос, Иван Иванович, есть ли в планах еще написать такие детские книги? Ну, спасибо, конечно, за хороший вопрос. Но про Ваньку Быкова мы уже немножко говорили. И я же тоже в предисловии честно пишу о том, что мне страшно, а вдруг там между нами, все-таки между моим детством и вашим, пролегло без малого, ну, 50 лет, да, полстолетия пролегло. И как вот вы меня поймете, не поймете там. Но потом все-таки решаюсь на это дело, решился, написал. И, в общем-то, думаю, что поступил правильно. Потому что, ну, я не знаю, как Бичик сейчас Аярджа, да? Бичик как решился напечатать ее 3000
тиражом. Это же очень большой тираж для русскоязычной книги-то. Но он разошелся. Я вот думаю, вообще надо было мне перейти на детский, что ли. А то некоторые книжки у меня лежат пока. Ну, вот не самые старые, но вот которые поновее, как, скажем, прямо как горячие пирожки, их не расхватывают. А там, конечно, это вот я говорил, что автобиографиями не увлекаюсь, как говорится. Но тут Ванька Быков — это такой человек, что он взял мою жизнь практически на 90 с лишним %. Он очень обаятельный. Я сначала хотел его придумать просто, а он, ну как я вот всегда говорю, им же только дай, как говорится, характер какой-нибудь, что-нибудь это, ну, как они там, какие-то мысли у них там появляются. Вот только им дашь это, они начинают жить собственной жизнью. И вот Ванька тоже, он решил, что он повторит, так сказать, мой жизненный путь детский. Ну и практически повторил, да. Это я почти. Вот так. Пожалуйста, еще вопрос, да? Иван Иванович, у вас достаточно сложные, заставляющие думать произведения, где вы искусно плетете интригу, заманиваете. А у вас в вашей жизни бывали какие-нибудь такие необычные ситуации, моменты? У каждого человека, наверное. Но тут еще должен сказать, что все-таки писатель, он не совсем обычный человек. Я как-то тоже в одном интервью сказал, что писатель — это человек, и еще один то ли полчеловек, то ли полчеловека, то ли еще непонятно кто. Понимаете, так что вот это не очень легкий вопрос про писателя, про... Как там тут я немножко отвлекся? Из жизни, вот описание, какие-то необычные... Вот, истории. Да. Ну, а в жизни-то у меня было очень много необычного. Ну, вот даже вот номер, который показал. Потом был, ну, можно сказать, веселый случай, когда мы после окончания университета нас повезли на сборы на военные на 3 месяца в станцию Мирная. Это на границе с Китаем, Читинская область. И там, значит, когда начали нам обмундирование выдавать, а выдавали нам новое обмундирование, да, это 80-й год, но не недавно сшитое, а из запасов, где-то 50-х годов форма. И мне попались галифе офицерские. Вы представляете, что вот сотни человек, несколько сот человек, и всем нормальные вот солдатские, ну, тоже галифе, но маленькие, ну, с маленьким этим вот так, и с заплатками на коленках, там все это вот, ну, вот такие простенькие. А мне вот специально, как этот старшина, почему-то выдал вот эти галифе офицерские. Ну, они без наколенников, конечно, с шикарным таким этим. Ну, галифе так, и носит само галифе, но еще там тогда-то вот в 50-е, в 40-е годы же они так шили что-то вообще, это галифе так галифе были. Но это-то все хорошо было, но до первого кросса. Потому что когда там, ну, побежали мы где-то километра на 3, что ли, я чувствую, что они меня очень, ну, парусят они просят просто. И они меня в обратную сторону тянут. А я-то, кстати, неплохо бегал там, и все у меня там, ну, спортивные достижения кое-какие были. И после этого я стал их ушивать. Ну, когда надо было просто форсить там, поэтому-то я, конечно, с этими хотел. А когда там надо было бегать, я их ушивал. И поэтому вот хочу опять, вот возвращаясь к мастер-классу, да, как совет молодым тоже начинающим писателям. Конечно, это жизнь писателя, она тоже как-то немножко вот эти галифе напоминает, да?
Жизнь, конечно, она же престижная какая-то, там все такое. Премии, там звания какие-то с одной стороны, да? Но это я вот про то говорю, как потом по территории форсить там или на увольнение выйти там в таких галифе. Конечно, шикарно, все прекрасно. А потом начинается же кросс и обыкновенная вот эта жизнь писателя. Это жуткое дело, это, там говорят, эти гребцы на галерах, там бурлаки на Волге, но это примерно то же самое. Так что вот эти галифе вовремя тоже вспомнились. Ну а потом много было случаев, но вот один тоже скажу, самый, может, известный. В 2009 году, 30 марта, я точно помню, потому что все это я записал, где-то в половине 5 вечера я был у себя в доме один, и вдруг свет, вдруг появляется, в марте же не так уж это же, хотя конец марта, не так же светло в половине 5-го-то. И тут в комнате, и тут яркий-яркий свет, но такой, который не режет глаза, он такой странный какой-то свет, да? И голос, благость и смирение. Это такие слова, вы понимаете, это меня бы убивали, я никогда бы не сказал этих слов, но я просто не знал таких слов. И проходит где-то, полминуты, может, секунд 20, исчезает свет. Голос-то, само собой, понятно, он раньше исчез. Я сижу так, в шоке, уже ничего не могу делать. И позвонил первым делом Семену Ермолаеву. В то время он был единственный у нас верующий человек среди моих знакомых писателей. И он говорит, я говорю, что это было? Он говорит, это тебе очень даже хорошо, это ты, значит, отмеченный человек такой. А что, говорю? А вот, говорит, был, и как будто он готовился, да, начинает рассказывать про судьбу Ивана Смиренникова. Опять смирение и опять Иван, да? И вот это был, он жил на Алеутских островах, что ли, я сейчас точно не помню. С ним общался еще святитель Иннокентий. Он все там с ним вот записывал все его рассказы. И вот этот товарищ рассказывал, оказывается, что к нему являются ангелы. И это на самом деле, потому что он у них получал какие-то сведения о будущем, о прошлом, и научился каким-то вот азам целительства, такого, которого вообще никто не знал. И вот этот святитель Иннокентий ему, в общем-то, поверил. И, он же видел, что он умеет там все это делать. А потом второй звонок, конечно, потом я еще у него спросил, а вдруг, говорит, меня лукавый там, путает, так сказать, соблазняет всяко разно там. И Семен тоже как будто готовился, говорит, а знаешь, Иван, говорит, это он при всем желании не может произнести эти слова, благость и смирение. Вот так, и потом второй звонок, конечно, у меня был к Валентине Александровне. Она меня тоже успокоила, сказала, что тут ничего такого нет, это наоборот очень хорошо, что это значит, на тебя обратили внимание. И тоже об этом, значит, случае, у меня была встреча в епархии, вот нашей якутской, там же приглашают иногда писателей. И вот на этой встрече, меня попросила, чтобы я рассказал об этом случае, ведущий это. Я рассказал. И они, знаете, вот эти вот служители, так сказать, религии, да, они восприняли просто как обычное вот это, как будто я рассказал про какой-то обычный случай. И потом они написали у себя на сайте, что вот писатель Иван Иннокентьев после перенесенного духовного опыта стал, как молиться Господу, там все такое. А это на самом деле, я в те годы, знаете, какой стал вообще верующий-то? Ой-ой-ой,
Это потом немножко, да, расслабился. Ну, я тогда что главное понял-то, вот после этой встречи в епархии, что, оказывается, вот это люди, которые причастны к церкви, да, к их таинствам, ну, к ее таинствам, они знают об очень многом, что для нас недоступно. Понимаете, что для нас кажется чудом, это они прекрасно знают, что вот такие вещи происходят, что это как бы для них, ну, необычные, конечно, но ну, вот же там как иконы там все то и плачут там, и миротворят, там, ну, много чего же происходит-то чудесного. Я хочу сказать, и чтобы все знали, что вы являетесь нашим читателем и нашим давним другом нашей библиотеки. Об этом свидетельствуют ваши слова, которые вы оставили на память нам вот на своей книге. Позвольте, я зачитаю эти слова. Дорогим моим людям, сотрудникам абонемента Центральной библиотеки города Якутска имени Белинского с огромной благодарностью и уважением. Автор 12 апреля 2019 года. Мы вам очень благодарны за то, что вы подарили нам эту книгу и оставили свой автограф. И из всего сказанного, что вы говорили, мы услышали и некоторые моменты из вашего детства, и о том, что вы писатель, и что на вас действует, чтобы писать. А вот мне бы хотелось задать такой вопрос, чтобы вас немножко вы раскрылись со стороны как обыкновенный человек. Вот, а какие у вас еще есть увлечения? Писательство-то, наверное, сложно назвать увлечением. Но если увлечение, то это такое увлечение, что не дай бог каждому, как говорится. Ну, а увлечение у меня есть. Есть у меня домашний музей, который я постоянно пополняю. А начинался этот музей с того, что я вот решил сохранить в памяти о моих родителях вещи, которые были связаны с ними. Ну, история которых была связана с ними. У меня там в музее стоит, значит, швейная машинка Зингер. Это мамина. Ну, она ей досталась еще от ее бабушки. И эта машинка до недавнего времени очень даже исправно исполняла свои обязанности. Ага на ней там шила. И спокойно она могла прошить несколько слоев джинсового материала. Это разве сейчас такие вещи делают? Потом отцовский магнитофон был вот такой большой, катушечный, ну, из первых таких выпусков. А отец всегда любил, он такое вот новое, передовое, так сказать. И он купил этот магнитофон. Ну, у нас постоянно было много гостей дома. И вот он любил очень разыгрывать этих гостей. Ну, вот он включил ее, где-нибудь там закрыл ее тряпочкой какой-то, магнитофон. Ну и все, и записывает. И потом бац, и включает, и начинаются их разговоры. А магнитофона-то не видно. Все повторяется. Особенно люди, которые из деревень. А к нам и многие, вот это в Сангарах происходило, а многие приезжали же из Насляков. Отец у меня был адвокатом, и к нему много ездило. И вот тогда они удивлялись вообще, это был... И потом как восторгались, прямо как будто чудо какое-то. Вот этот, потом фотоаппарат его, Москва-5 называется, вот с гармошечным таким объективом. Там всего широкая такая пленка, и там всего 12 кадров. Ну, он портретный фотоаппарат называется. И отец очень любил нас фотографировать в детстве. Ну и не просто нас там, детей, но и всю семью. И вот этим фотоаппаратом, и вот его сохранил. Потом, ну, много чего там есть у меня, но я просто назову такие. Вы многие там из вас, наверное, слышали про знаменитого вот этого купца Манетахула, да, вот Никифорова Василия.
А сын его, а у меня есть самовар его сына в прекрасном состоянии. Вот только краника нет. Там сверху написано, что 1919 год, а там Никифоров ГВ. Ну, это сын Монетаха, Никифоров Василия. Гаврил Васильевич Никифоров. Знаменитый купец, там все. Потом что у меня там? Потом несколько у меня, ну, вернее, 2 утюга есть таких ценных. Один утюг, так он вообще уникальный. Это подарок ко дню моего рождения Иннокентия Пестрякова, друга нашего. Он где-то, ну, утверждал, что он где-то конца 18 века может быть. Ну, уникальная вещь. Ну и потом вот сваты мои подарили этот утюг уже советский, но где-то 20-х годов прошлого века. Тоже там, который через это, ну, с угольками. Потом что там, ну, много там у меня этих всяких вещей уникальных. Сами там кое-что покупаем. Потом второе увлечение там, ну как, я люблю очень делать свои вещи там, ну, сам что-то делать. Вот на даче там много чего я сделал там своими руками. Беседка там есть у меня такая тоже, ну, хорошая, не знаю, но для меня хорошая. Так, пожалуйста, был вопрос, да? Ну, вот тут еще я хотел сказать, что вот недавний совсем случай под девизом таким «Пенсионеры против пандемии» я решил прошлым летом сделать, ну, смастерить катамаран. Смастерить-то смастерил, конечно. Он у меня шикарный получился, большой там все. Фотографии все есть, но дочка еще предупреждала, когда я его только строил, что он у тебя очень тяжелый получится. А я говорил, что там, ну, все обсохнет, там у нас солнце, там все такое. Но все равно он тяжелый был. Ну как, ну в принципе нормальный, но тяжелый. А тут Аген день рождения приближался, 6 августа. Ну думаю, что там, дай-ка я это быстренько разобрал этот катамаран, черта, и маленький такой ботик сделал, двухместный, чтобы для прогулок таких с супругой по Хатынгуряху на даче. Ну и ничего так. У меня вот такой вопрос. Вот я хочу узнать ваше личное мнение по поводу литературы и журналистики. Вот. Современные? Нет, вообще в вашей личной жизни вот влияние литературы и журналистики. Не тяготила ли вас журналистика? Угу. И второй вопрос вот уже прозвучал, по-моему, но я хочу узнать, вот намерены ли вы продолжить вот книгу о Ваньке Быкове, вот отроческие годы, допустим. Понял. Ага. Про Ваньку Быкова, наверное, вряд ли продолжу. Но у меня есть задумка, если вот этот роман смогу завершить, и, как говорится, еще останутся силы, то немножко отдохнув там, взяться за роман о первобытных людях. Я же говорил, что у меня там цикл рассказов есть на эту тему. И вот и этот роман будет не только для взрослых читателей, но и для детей. Ну вот как типа там «Борьба за огонь», там «Пещерный лев». Но это они более такие приключенческие, а я, ну хоть и будет там что-то, приключения как будут, но я хочу как опять верен себе, да? Хочу написать вещь о том, как человек, вот не тот, который сейчас не меняется, а это люди, вот когда они самое происходило, они как из зверя перерождались. Ну человек же, он поначалу-то был просто зверь. И вот как они, значит, это племя, на них там то ли оледенение какое-то наступает, то ли катастрофа там какая-то. Беда я пока не решил. И вот они как бы уходят от этой катастрофы, от беды. И по пути они вот чем дальше уходят, и вот они более становятся людьми в таком современном понятии. У них там какие-то ценности они для себя открывают,
которые были ранее для них вообще недоступны. Ну, это просто надо это опять рассказывать. Тут на меня Владислав Валерьевич скажет, что это опять... Иван Иванович, так, это вот... А второй вопрос-то какой был-то? Первый, вернее. Вопрос какой был второй? Первый, вернее. Журналистика и писательство же, да? Ну как, я нормально отношусь и к тому, и к этому, потому что начинал как журналист, ну как... А вообще-то не знаю, может, начинал как писатель, потому что я в 4 классе начал свой первый роман. Так что не знаю даже. А чисто журналистские вещи начал писать уже в более, скажем, зрелом возрасте, лет 17-18. Вообще вы пишете только на русском языке, да? Пишу я сейчас только на русском языке. Ну, потому что я, в принципе-то, рос как в окружении русской литературы, классической, и переводной такой, которых были очень хорошие переводы. Вот 50-х годов, когда всю классику зарубежную начали переводить, это все на русском было, на якутском пока таких переводов не было. Но я помню вот это перевод Ивана Федосеева, если не ошибаюсь, про приключения Незнайки. Я первую книгу Незнайки, вот это «Как он в цветочном городе» с друзьями, это я прочитал на якутском языке. А дальше вот в переводе Ивана Федосеева, а дальше уже на русском. Но рос я в основном как стал там что-то осознавать, это в Сангарах. Там население, это шахтерский поселок, там население в основном русское. Учился я в университете тоже, единственный якут в своем курсе. А на якутском вообще не писали или писали? Нет, я писал. Писали. Я писал, даже печатал в современной газете. Там рассказы, короткие стихи. Угу. А потом, ну, понимаете, я бы, может, и стал писать что-то. И может, ну, как средний такой писатель, как по-якутски говорят, ортоваи. Такой писатель, может быть, и стал бы на якутском языке. Но, понимаете, я же застал еще наших стариков, народных писателей. И до того, как я их там живьем видел, с ними общался, я же до этого читал их вещи. Я прекрасно знал, что вот этот якутский язык, он для меня недоступен, вот такой. А писать так средненько, ну, как говорили тоже наши аксакалы, на языке газеты «Кым», ну, это вот была как «Соцякутия» газета партийная. Вот на этом уровне мне не хотелось. Угу. А вообще вот мысли к вам приходят, вот думаете в повседневной жизни тоже, как думаете, на русском или больше на якутском? Я, честно говоря, не задумывался над этим, да, и очень удивляюсь, когда вот кто-то там кого-то спрашивает, и он так четко отвечает: о, я думаю на якутском, о, я думаю только на русском. Ну, не знаю, если бы я вот писал на якутском только бы, да, ну, может, я бы и говорил, что я на якутском только думаю. Но, скорее всего, я больше думаю на русском, наверное. Ну вот, допустим, вот «Погасивший огонь» тоже, мне показалось, что ощущается вот влияние якутского языка, ну и вообще в целом вот якутская литературная речь, она же такая величивая, ну, да? Конечно, конечно. Как бы пафос такой, но, и прямо как будто построение фраз, вот, мне кажется... Нет, да, это обязательно же. Это же вот должны, ну, писателя, он же как вот правильно Валентина Александровна там написала в предисловии к моей книге «Артистизм прозы Ивана Иннокентьева». Помните, да? Артистизм. Это именно, что вот каждый же... Ну вот у меня, я же говорил, несколько циклов там. Вот цикл, например, якутские рассказы есть. Там совершенно разный, другой стиль. Есть вот этот рассказ «Отставного поручика». Там больше 20 рассказов. Да, артист, как артист. Вот. И вот, да, и там чисто
вот это вот, ну я вам почитаю специально, принес маленький рассказик из этого цикла, который, кстати, мне очень нравится. Я не знаю, как мы так и не смогли определить с Валентиной Александровной, откуда это, то ли от того поручика Быкова, то ли от того, что я сам тоже поручик, старший лейтенант запаса был, но сейчас в отставке. Есть ли у вас в планах работать в этой сфере? Потому что мы как заметили, что в якутском кино хороших сценаристов очень мало. Роман, он все время занимает. Я сейчас, как говорится, не очень-то рад, что взялся за него, понимаете? Но он все время отнимает, кроме шуток. И, может быть, и что-то хотел бы, что-то. И все время говорю, вот только закончу если роман, поступит вот предложение, Иван Иванович. Но если поступит да, предложение... Если есть конкретные предложения... Нет, я роман-то все равно это должен дописать обязательно. А там сценарий-то, если кто-то, да, скажет, там, напишите что-то, или кто-то сами предложит там из моего что-то поставить, но я только буду рад, конечно. Это же прекрасно, это... Иван Иванович, вот еще хочу уточнить, тоже вот не затронули вы, да, и на самом деле очень интересная тема, то, что, помните, мы с вами беседовали касаемо табу, писательского табу. Вот вы говорили о том, что есть, ну, вещи, вы ставили себе определенный запрет на то, чтобы описывать, ну, вот, жизнь знакомых людей, близких, родных, да, и пока как бы не нарушали, да, этот запрет? Да, как сказать, потому что, я же говорю, я очень люблю и уважаю этого человека, который написал в свое время кодекс, по которому там нельзя ничего брать из жизни, но жизнь-то она тоже со своими правилами, оказывается. Там одним вымыслом не обойдешься, но хотя вот этот роман, там он, конечно, ну там, ну как, ее тоже таким вот реалистическим не назовешь, потому что там главный герой умеет летать, потом там он разговаривает со статуэткой Дон Кихота. Ну и это у меня роман будет о свободных людях несвободного времени, наверное, если коротко сказать. И вот я там немножко нарушаю, там кое-что, вот, образы знакомых там у меня. Но они все равно как-то гипертрофируются, потому что роман-то у меня необыкновенный, а разгильдяйско-философский роман Тризна. Вот так он определяется. Так что там тоже немножко... Ну, чем кончится, как говорится, пока не знаю. А фрагменты публиковались уже? Нет, я Нет их еще. принципиально не публикую. Вот такое. Но, может, все-таки вот... Я думаю о том, что, вот, может, вы скажете, как вот либералы, там все, вот, как люди современные, что вот патриотизм, это что там было сказано? Последняя часть — прибежище негодяя, да? Это, честно говоря, туфта. Я не ура-патриот, но патриотизм — это то, что должно быть у каждого приличного человека в душе обязательно. Я про этот патриотизм там, когда был молодым человеком, да, сказал так, но это было время, когда я попал в очень жесткие такие условия, не по своему желанию, и тогда я сказал: патриот — это человек, который, не раздумывая, готов погибнуть за нелюбимое Отечество. Получилось красиво, но не точно. Отечество не может быть нелюбимым. Правители — да, даже большая часть твоих сограждан — да, но не само Отечество. Когда стал кое-что соображать в этой жизни, про Отечество и гражданина высказался несколько иначе. Великое и гордое слово «Отечество» соответствует своему подлинному значению, заложенному в него глубинному смыслу, лишь тот чудесный миг, когда его произносит достойный. Достойный с большой буквы. Я очень благодарю устроителей этого проекта, создателей, которые показали панораму таких
разных удивительных драматургов. Вот, скажем, Владимир Федоров – это человек, который явно идет, разрабатывает традиции великого драматурга графа Алексея Константиновича Толстого с его трилогиями о царях, об Иване Грозном и так далее, его религиозные пьесы. Дальше у нас Семен Ермолаев был человек, который в обычной простой ситуации видит, вернее, ставшей привычной ситуации, вдруг видит нечто такое пронзительное, пронзающее. Я вот в прошлый раз не сказала, я была свидетелем триумфа Нюрнбергского театра во Франции, в Нанси, со спектаклем Ермолаева. Там мужчины плакали, 16 спектаклей прошло с полным аншлагом. И вот Иван Иванович совсем другой драматург, с его удивительными пьесами. Вот кто читал, скажем, «Каннибал» пьеса, да? Поразительная совершенно, «Реквием по нерожденным», «Свидетель». То есть это такие странные ситуации, которые вообразить себе нельзя, и в то же время они написаны как реалистические. Я почему-то вот, простите, что длинно задаю вопрос этот, думаю, что это все восходит вот к такому мировоззрению, которое породило вот эту антиутопию «Путешествие в страну глазоглядов». Вот с чего вы к этому жанру пришли и связан ли он с драматургией? «Путешествие в страну глазоглядов» — это такая вещь была, но тоже той поры, наверное, когда, как уже говорил, ну, в шутку, конечно, что когда я решал мировые проблемы. И вот они мне казались как-то важнее того, что вот происходит у тебя под боком, да? Но потом я понял, что в принципе-то я поступал правильно. И как и Сава Тарасов, вот наш народный поэт, не отрекаюсь ни от одной своей строки, как у меня есть такие строки. Ну, в общем, не важно. Но то, что он не отрекается от своих строк ни от одной строки. И вот так же я, хотя, может, сейчас о другом немножко пишу, но я думаю, что эта вещь была написана правильно. И то, что вот она, связь у нее с драматургией, наверное, она есть. Я даже как-то сам однажды подумал, что вот не ставят его, хотя это повесть, а не пьеса, да? А вот бы мне самому, что ли, взять и поставить его на сцене. Потому что, не знаю, никогда себя в качестве режиссера не пробовал, но просто вот было бы интересно, наверное, думаю. Иван Иванович, нам нужно подвести итоги нашего конкурса читательского, и у нас есть призовой фонд из ваших произведений, которые мы можем присудить лучшим вопросам. Ну, насколько я знаю, у вас же был вопрос очень интересный про, если бы она была режиссером, ну, который учится на режиссера, Владислава, да? Вот ей обязательно надо будет. Потом я, конечно, обязательно в своей любимой библиотеке Белинского. Но там они как коллектив, наверное, выступают. И третье... У нас много книг, да? У нас... Ну, есть вот тут, ну, напишем, конечно, подпишем. Потом я все-таки решил маленько это... Может быть, кому-то из аудитории, да, тем, вот кто здесь находится. Потому что тут 5 книжек, да? Потом третью-то мы... Вот, ну, тут как-то Нюрнбергским кому-нибудь, наверное, да, там сделаем. Хорошо. Ну, это мы спокойно потом напишем, запишем, потому что им еще же отправлять надо. Ну, в принципе, еще есть... И нашим вот из зала 2 человекам надо, вот кому. Но я думаю, тут Валентина Александровна и Анна Пшенникова, наверное. Да. А, кстати, и чтоб Жанна, да, чтобы вы вот это... Вам, я помню, очень понравилось мое определение вот этого... Как там про писательские дела-то? Наверное, я не самый лучший из людей,
Но когда беру в руку перо, чувствую, как сразу становлюсь другим человеком. Как будто вхожу в храм, где следует вести себя подобающим образом. Я становлюсь чище, честнее, добрее, бесстрашнее, быть может, даже мудрее и красивее, чем есть на самом деле в обыденной, обыкновенной жизни. И в этом я вижу божественное предназначение литературы, ее высокую неземную суть. Понимаете, вот после таких слов, как бы мне там, как бы не хотелось, я не могу халтурить в этом деле писательском, потому что это получится, что я обманываю самого Бога. А этого мне очень не хочется. Вот такие дела. Спасибо, Иван Иванович. Школа драматургов Арктики продолжает свои мастер-классы, и следите за новыми выпусками на каналах в социальных сетях и на нашем сайте. Всего хорошего.